В эфире информационный выпуск Хамшекшара. Здравствуйте. Коротко о главном. Ратифицировали договоренности с Сирией и приняли проект госбюджета в первом чтении. Репортаж заседания сессии Народного собрания. Об актуальных вопросах здравоохранения. Брифинг министра Тамаза Цахнаки. Абхазия. Депортация абхазов. Презентация книги Тимураза Хачукба. На очередном заседании сессии Народного собрания депутаты ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой и межправительственное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, депутаты взяли в производство проект республиканского бюджета на 2019 год и приняли в первом чтении бюджеты 6 внебюджетных фондов. Подробности в репортаже Ирины Аршба. Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, а также правительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран были подписаны в сентябре в Дамаске в рамках официального визита президента Абхазии Рауля Хаджимба в Сирию. Чтобы документы вступили в силу, необходимо пройти ряд государственных процедур, последняя из которых – ратификация в высшем законодательном органе страны – парламенте Абхазии. Ранее, 15 октября, договор был ратифицирован Сирийской Арабской Республикой. Договором установлено, что Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика строят свои взаимоотношения в качестве дружественных государств и руководствуются принципами международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Также договором предусмотрено, что как Республика Абхазия, так и Сирийская Арабская Республика не будут принимать участие в каких-либо политических либо военно-политических блоках и союзах, которые направлены против друг друга, а также будут воздерживаться от каких-либо действий, которые прямо или косвенно могут нанести ущерб одной из сторон данного договора. В соответствии с подписанным соглашением Абхазия и Сирия будут прилагать усилия для развития взаимоотношений в области науки и техники, здравоохранения, социальной сферы, экономики, торговли и других взаимоотношений, которые представляют для двух стран взаимный интерес. Договор и соглашение о двустороннем сотрудничестве были ратифицированы единогласно. Спикер парламента Валерий Кварче подчеркнул важность факта взаимного признания суверенитетов и давние исторические культурные связи Абхазии и Сирии. Народные избранники поздравили друг друга и весь народ Абхазии с таким важным событием. Если по первым двум вопросам повестки дня у депутатов не было разногласий, то третий, а именно проект закона о республиканском бюджете на 2019 год, вызвал активное обсуждение. Законопроект представил вице-премьер, министр финансов Дженсух Нанба. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2019 год составил 7 миллиардов 575 миллионов 239 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь России в целях социально-экономического развития Абхазии в сумме 2 миллиарда 789 миллионов рублей. Общий объем расходов составил 7 миллиардов 696 миллионов 436 тысяч рублей. Размер дефицита составляет 121 миллион 196 тысяч. На погашение внешнего долга Абхазии будет направлено 86 миллионов. В структуре доходов республиканского бюджета на 2019 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3 миллиарда 166 миллионов рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 2 миллиарда 19 миллионов рублей, неналоговых доходов 1 миллиард 147 миллионов рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4 миллиардов 409 миллионов рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития 2 миллиарда 789 миллионов рублей, финансовая помощь Российской Федерации в целях бюджетных инвестиций 1 миллиард 621 миллион рублей. По сравнению с 2018 годом увеличение доходов финансовой помощи составит 117 миллионов рублей. Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 25 миллионов рублей по сравнению с 2018 годом.
Председатель профильного комитета Наталья Смыр рекомендовала депутатам принять законопроект в первом чтении. Мы уже начали обсуждение, в принципе, бюджета на 2019 год, и обсуждение проходит достаточно бурно. Но сегодня комитет будет рекомендовать, уважаемые коллеги, проект бюджета на 2019 год принять в первом чтении. И по всем небюджетным фондам принять в первом чтении, чтобы приступить к возможности начать работу в целом над какими-то изменениями, дополнениями. Несмотря на то, что проект закона республиканского бюджета на 2019 год только поступил на рассмотрение парламента, у депутатов возникло немало вопросов к главному финансовому документу страны. По поводу наших фондов. Когда мы говорим, что нет денег, фонды наши, аппарат фондов, 6 наших фондов, 50 миллионов рублей только на заработную плату. Вот оптимизация. Это если все цифры сложить, то у нас получится очень приличная сумма, и бюджет наш будет не те цифры, которые нам предлагают, а достаточно больше. Ко мне обращаются избиратели, которые выращивают мандарины. Сегодня они сталкиваются с такой проблемой. Перевозка 1 килограмма им обходится в 11 рублей. При этом ни одна копейка в бюджет государственный не поступает. Мы ежегодно выращиваем примерно 30 тысяч тонн. Если 30 тысяч тонн умножить на 11 рублей, мы получим 330 миллионов рублей. Ровно столько, сколько собирают 5 районов. Мы считаем, многие в комитете, что совершенно неадекватное ассигнование по району. 120 миллионов Гудаута Очамчира, как говорится, и 135, я извиняюсь, как говорится, Гальский район. Не говоря уже о Гулерипше и так далее, других тоже. Кто это будет исправлять? Если, предположим, там другие районы, в частности, там Гудаутский еще 80 получает от заповедника и так далее, то эти вообще ничего больше не получают. Как это будет делаться? Вы будете представлять, менять, или как это будем делать? В рамках действующего законодательства представленный президентом проект в парламент принимается в первоначальном виде на первом чтении, а в дальнейшем, если возникают какие-либо предложения по корректировке, по инициативе самих депутатов, уже голосование принимается решение. В итоге большинством голосов проект закона о республиканском бюджете на 2019 год был принят в первом чтении. А ко второму чтению законопроект будет вынесен уже с дополнениями и изменениями депутатов. Кроме того, депутаты парламента приняли в первом чтении проекты законов о бюджетах 6 фондов: пенсионного, обязательного медицинского и социального страхования, дорожного фонда, фонда репатриации и внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Ирина Аршба, Роберт Ломи, Томас Чекувани, Абхазское телевидение. Вопросом подписания соглашения о предоставлении медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, в медицинских организациях России, а также целевым программам в области здравоохранения была посвящена пресс-конференция министра здравоохранения Томаса Цахнаки. Кроме того, министр сообщил о планах по строительству в столице Абхазии медицинского центра неотложной помощи. Репортаж Сари Смыр. Министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнаки подробно рассказал о порядке организации предоставления медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии в медицинских организациях России. Соглашение, подписанное 3 декабря в Москве, позволит нашим гражданам бесплатно получить специализированную медицинскую помощь, как подчеркнул министр, в различных клиниках России. Пациенты будут направляться в ведущие клиники Краснодарского края. Это 1-я краевая, 2-я, 3-я, 4-я. Это краевой онкоцентр, это учреждения города Сочи. Что касается первичной медико-санитарной помощи, гражданин имеет право даже без направления обратиться в ту или иную клинику на территории России, получать в том или ином учреждении плановую медицинскую помощь. Что касается высокотехнологичной медицинской помощи, она будет по нашему направлению оказываться во всех федеральных медицинских центрах.
По словам Тамаза Цахнаки, в рамках поездки в Москву обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества с руководством Федерального фонда обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день в нашей стране застраховано порядка 42 тысяч человек. Процесс приема документов для оформления полиса ОМС продолжается. По словам министра, обсуждался и процесс реализации межгосударственного соглашения с Россией в области обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Соответственно, после финансирования РУП «Абхазфармация» обеспечит пункты выдачи медикаментов льготным категориям. Должен сказать, что на сегодняшний день РУП «Абхазфармация» под эгидой Минздрава открыла еще несколько пунктов государственной аптечной сети. Как сказал Тамаз Цахнаки, готовится межведомственное соглашение о начале строительства в Абхазии в 2019 году медицинского центра неотложной помощи. Это будет крупнейшее медицинское учреждение, которое будет включать в себя отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов. То есть мы сможем на месте выполнять коронарографии, стентирование коронарных артерий. Тамаз Цахнаки рассказал и о целевых программах, которые были утверждены на заседании Кабинета министров 30 ноября. Таких программ 9. Есть определенные пациенты, которые действительно будут нуждаться в лечении, в оказании высокотехнологичной медицинской помощи за пределами республики. Соответственно, тем, кто будет нуждаться в оказании высокотехнологичной медицинской помощи в этой части, она должна быть в полной мере обеспечена. И поэтому эта целевая программа была принята. В 2018 году была выполнена программа кадрового обеспечения системы здравоохранения республики. По словам Тамаза Цахнаки, на сегодняшний день 48 студентов проходит обучение в вузах России. И самое главное, программа продолжится в следующем году с целью обеспечения дефицитными кадрами медицинских учреждений Абхазии. Также в следующем году будет продолжена целевая программа обеспечения лекарственными препаратами. Конечно, средств на эту программу было недостаточно в том плане, что, к сожалению, количество больных увеличилось, в том числе по неотложным показаниям. Поэтому мы уже по итогам текущего года провели предварительный анализ и с учетом всех показателей заложили данную программу в увеличенном формате в следующем году. Тамаз Цахнаки рассказал и о других целевых программах, в том числе и оказании медицинской помощи ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Сарьес, мэр Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Полную версию брифинга министра здравоохранения Тамаза Цахнаки смотрите в нашей программе сразу после новостей. В Абхазию прибыла делегация для изучения возможности включения Сухумского морского порта в маршрут российского круизного лайнера «Князь Владимир», сообщается на официальном сайте Министерства экономики Абхазии. На встрече с министром экономики Адгуром Ардзинба генеральный директор компании «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко отметил, что специалисты детально изучат вопрос навигации лайнера «Князь Владимир» в порт абхазской столицы. Как отметил Адгур Ардзинба, этот вопрос среди прочих обсуждался президентами Абхазии и России в Сочи 21 ноября, после чего Рауль Хаджиба поручил Минэкономике проработать его. Дорожная карта уже есть, и по ней предприняты некоторые шаги. Есть предпроектные решения и найдены источники финансирования. После подписания соответствующих документов нужно будет несколько месяцев для проведения всех необходимых работ, в том числе и дноуглубительных, сообщил Адгур Ардзинба. В Абхазском институте гуманитарных исследований Академии наук Республики прошла презентация книги «Абхазия. Депортация абхазов» доктора исторических наук, академика Тимураза Ачугба. Книга описывает события XIX века в Кавказском регионе, который в то время находился в эпицентре межрегиональных и глобальных политических процессов. Саид Джарсалия продолжит тему.
В книге «Абхазия. Депортация абхазов» Теймураз Ачукба развернуто изложил причины, условия и результаты массовой депортации абхазов в XIX веке, ставшей гуманитарной катастрофой в многовековой истории абхазов, древнейшего народа Кавказа. Научная тематика, связанная с депортацией абхазов и других народов Кавказа в XIX столетии, не нова. Ею интересовались многие авторы, как при царизме, так и в советскую эпоху и постсоветский период. Она и в будущем не утратит свою актуальность из-за масштабности и трагичности происходящих тогда событий. Интерес к данной проблеме не утихает еще и по той причине, что появляются публикации, которые, мягко говоря, искажают происходящие в XIX веке события для накопления политических дивидендов. Нерешенной по сегодняшний день остается проблема возвращения потомков и изгнанников из Кавказа на историческую родину. В своем труде Теймураз Ачукба опирался на различные источники – архивные данные, материалы периодической печати, полевые этнографические материалы, исследования и наблюдения ученых, публицистов, путешественников, военных и гражданских чиновников. В книге использованы неоценимые труды известных абхазских и зарубежных ученых. Также автор отметил, что в своей работе он отказался от слова «махаджирство», которое в переводе с арабского языка переводится как «добровольный уход». Исходя из этого, автор применил слово «депортация», чтобы избавить читателя от лингвистической неурядицы и политического оттенка. Книга описывает события XIX века в Кавказском регионе, который в то время находился в эпицентре межрегиональных и глобальных политических событий, постоянно переживающего сложнейшие военно-политические, миграционные и этнокультурные процессы, оказывающие и по сей день существенное воздействие на перспективу развития его коренных народов. Как отмечали ученые, книга полномасштабно описывает ситуацию, сложившуюся на Кавказе, в частности в Абхазии в XIX столетии, и является серьезным источником. Вынесенная сегодня на презентацию книга нашего коллеги и друга Теймура Ачукба «Абхазия. Депортация абхазов», как и предыдущие его труды, относятся к серии первых. Более того, выход ее в свет продиктован самим временем, когда идет усиленное наступление квазинаучных работ на науку, искажающих или даже вовсе отрицающих отдельные страницы истории абхазского народа. В работе использованы материалы из российской периодической печати. Авторы публикаций в большинстве своем являлись непосредственными свидетелями и участниками происходивших в то время исторических событий, тем самым повышается степень их достоверности. Теймураз Ачукба – автор более 80 опубликованных научных трудов, в том числе и 20 книг. Книга «Абхазия. Депортация абхазов» рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей и культурой абхазского народа. Саид Джарсаля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Государственном комитете по языковой политике вручали сертификаты педагогам, прошедшим тренинги для преподавателей абхазского языка в неабхазских школах. Тренинги были организованы и проведены Госкомитетом по языковой политике с целью помочь учителям в преподавании абхазского языка посредством коммуникативной методики. Методисты и авторы учебных пособий делились своим опытом с педагогами. Тренинги проводили методисты и автор учебника «Абхазский язык» за 20 уроков, создатель абхазской версии пособия для разговорной речи Бзиела Шабит Марина Агарба, разработчик современных учебных пособий для детей Саида Аджинджил и другие специалисты. Всем 20 участникам проекта были вручены сертификаты. Как отмечает эксперт-методист Госкомитета по языковой политике Ада Кварчелия, коммуникативный метод обучения является одним из самых эффективных и интересных. Он помогает преодолеть языковой барьер, а также способствует мотивации учащихся в обучении. Организаторы проекта планируют провести подобные тренинги во всех районах Абхазии. Этот проект является одним из важных проектов Государственного комитета. Тренинг был проникнут атмосферой творчества и энтузиазма. Учителя имели возможность ознакомиться с новейшими методиками, и главным акцентом этого тренинга было обучение абхазского языка на основе коммуникативной методики. На тренинге учителя могли проигрывать фрагменты
фрагменты уроков, внедряя новые формы работы, анализируя учебно-методический комплекс, направленный на разные возрастные категории, где есть свои варианты обучения. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений от лиц, претендующих на занятие должности судьи суда Чемчирского района. 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в Министерстве юстиции с 7 по 20 декабря включительно. И в конце выпуска о погоде. По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная погода. Днем временами слабый дождь, переходящий в ливень. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 8-13. Температура моря плюс 15. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.